Репатриация остается важным направлением политики Абхазии. Государство продолжает искать способы укрепления связи с соотечественниками за рубежом. Один из примеров, как молодежный лагерь Ахичтрах, который прошел в Абхазии и объединил молодых представителей абхазской диаспоры из разных стран. Вместе с тем президент Абхазии заявлял, что за 3 десятилетия действующая программа репатриации не оказала заметного влияния на демографическую ситуацию. Сегодня нуждается в серьезной перезагрузке. Почему прежняя модель не дала ожидаемого результата и какой должна стать новая политика репатриации? Обсудим это с депутатом Инаром Гицба. Он у нас в гостях. Здравствуйте, Инар. Спасибо, что с нами в студии. Добрый день, спасибо за приглашение. Мы обязательно поговорим о будущем программы репатриации, но хотелось бы начать с последних событий. В Абхазии прошел молодежный лагерь Ахичтрах для представителей диаспоры. Как вы оцениваете инициативу такую вообще? Я очень высоко оцениваю эту инициативу, потому что, во-первых, если можно так выразиться, эти ребята, которые приезжают, посещают Абхазию, многие из них посещают ее впервые, и они здесь, на мой взгляд, получают некую прививку Абхазии, абхазства. Если это создает, во-первых, такие прочные, на мой взгляд, эмоциональные ощущения, эмоциональную связь с исторической родиной. Многие из них просто где-то по рассказам старшего поколения слышали, что есть Абхазия. Да? Сегодня информационно-телекоммуникационные системы позволяют в интернете посмотреть картинки, следить, может быть, за жизнедеятельностью здесь в Абхазии, в разных ее аспектах. Но приехать, почувствовать, потрогать, пощупать, подышать, такая возможность представляется этим ребятишкам, которые здесь знакомятся, к ним приезжают однофамильцы, которые здесь проживают, и это создает условия для укрепления диаспоральных связей с исторической родиной, и создает межличностные, межродственные, более крепкие узы и связи. Поэтому я считаю, что это очень хорошая инициатива, и отрадно наблюдать, что границы и масштабы этого мероприятия, этого лагеря, они увеличиваются из года в год. И есть мнение, что очень важно именно с молодыми людьми работать, потому что им легче переезжать из страны, а более взрослое поколение уже тяжело переезжать, и они уже ассоциацию с родиной все-таки теряют. Естественно, я бы не совсем был бы склонен считать, что теряют ассоциацию с родиной. Нет, каждый из них, мне довелось там работать и жить некоторое время, в диаспоральной среде, и по другим, это я Турцию имею в виду, но и по другим странам, компактного проживания наших соотечественников тоже работали и продолжаем, в принципе, работать, Связь эмоциональная, она есть и сохраняется, всегда, но возможности приехать на историческую родину и принять, возможно, решение о возвращении на историческую родину, конечно же, я согласен, что для молодого поколения гораздо проще. Плюс, если мы будем работать и укреплять работу в направлении создания для них здесь благоприятных условий. А старшее поколение, у которых уже установлен быт, у которых все налажено, и, сложно все бросить. Иной раз даже здесь в рамках одного города, элементарно с одного обжитого места переехать на другое, иногда сложно это все не говоря происходит. Уже о стране. Тут, не говоря о стране, укладе, со всеми вытекающими из этого, последствиями. В послании парламенту президент говорил о том, что программа репатриации требует серьезной перезагрузки. На ваш взгляд, это же говорит не только президент, уже на протяжении нескольких лет мы часто от представителей разных сфер, сообществ слышим о том, что надо что-то менять. В чем вообще проблема, как вам кажется? И наверняка там комплекс вопросов, которые необходимо, наверное, переосмыслить. Но прежде всего я хотел бы сказать о том, что изначально в положении о комитете по репатриации, это наш государственный орган, который как раз-таки координирует эту работу, указано, что Государственный комитет создан с целью реализации государственной программы по возвращению наших соотечественников на историческую родину. По сути, программы нет. Есть отдельные мероприятия, которые выполняются, важные, конечно же, они ориентированы на создание условий для возвращения наших соотечественников.
восстановление исторической справедливости, предоставление, ну, как бы максимально комфортных условий для того, чтобы те люди, которые в свое время вынужденно покинули родную землю, могли вернуться сюда. Но, тем не менее, на мой взгляд, вот отсутствие комплексного подхода и разработанной, продуманной, пошаговой программы, которая включает, ну, все аспекты возвращения. Да, это на начальном этапе даже вопрос популяризации данной темы среди соотечественников в странах компактного их проживания, до вот каждого этапа реализации там планов по возвращению, и после возвращения это социализация, адаптация и так далее, как бы, да, там это комплексный подход, сложное, конечно, мероприятие в плане создания такой программы, попытки были, насколько мне известно, но, к сожалению, они не увенчались вот уже предметным успехом в этом плане. То, чем сегодня Комитет по репатриации занимается, ну, по сути, это субъект обеспечения, в том числе и демографической безопасности, как бы, да, там, ведь репатриация, помимо, да, того, о чем мы говорили, на мой взгляд, да, это восстановление исторической справедливости, предоставление права на возвращение в родные земли, ну, в том числе для нас это огромный демографический ресурс. Кстати, наверное, будет уместным некий анонс в этом плане, как бы, да, тоже здесь произнести. Вот сейчас идет очень активная работа над созданием закона о демографической безопасности. И вот там вот Комитету по репатриации, в частности, в проекте закона тоже уделяется существенное место по вот как бы обеспечению необходимых мер, которые будут содействовать ликвидации возможных демографических угроз, да, депопуляция, да, там понижение различных коэффициентов, там коэффициента рождаемости, старения населения, смертности и так далее, как бы, да, там натуральный прирост, и в том числе используя демографический ресурс наших соотечественников за пределами страны, ну, это важное направление, вот. Да, конечно, этот вопрос поднимался неоднократно на различных уровнях, и не один президент об этом говорил, но настало время, вот, что называется, навалиться на этот вопрос и вот решить концептуально, принять, наверное, прежде всего проанализировать, что сработало хорошо, что не сработало из тех подходов, которые имплементируются, и переосмыслить это все, и создать действенный настольный документ, который вот поэтапно будет работать. Ну, говорить о том, что программы совсем не было, мы не можем, потому что были отдельные программы, разрозненные, но вы имеете в виду, наверное, какую-то общую стратегию развития репатриации, как направление, объединяющее. Да, совершенно верно. Вопрос выделения жилья, там, работа с молодежью, какие-то языковые программы для соотечественников и прочее. Если вот к цифрам обратиться, в одном из интервью здесь заместитель председателя Госкомитета по репатриации Астамур Багателя сообщил, что за последние 5 лет примерно на программы комитета было направлено около 1 миллиарда рублей. Те, кто слышит эту цифру, поражаются. Сумма большая, учитывая, каков наш вообще бюджет, объем бюджета. Но при этом надо учитывать, что это не только же допустим, на привлечение людей из диаспоры, но и здесь на внутренние программы расширения рождаемости и так далее, о чем вы как раз в проекте закона говорили, коснулись немного этой темы. Да. Ну, само собой, конечно, реализовываются отдельные задачи, наверное. Я все-таки склонен к такому концептуальному подходу, да, и системной работе в этом направлении. Поэтому я считаю, что программа, целевая программа, да, можно даже ее назвать, если хотите, там, доктриной определенной, да, там, которая будет учитывать все аспекты. Вот она поможет систематизировать эту работу, как бы соединить, вовлечь и включить в себя все отдельные задачи, которые реализовываются сегодня, опять-таки, после осмысления. Конечно, это затратная история, но финансирование этих мероприятий происходит не за счет бюджетных средств. Вот здесь вот я хотел бы, чтобы было четкое понимание. Это при Комитете по репатриации есть фонд,
репатриации, который обеспечивает финансирование задач и работы комитета по репатриации. А в этот фонд деньги попадают от отчислений во внебюджетный фонд дан. Да, это вот от наших всех заработных плат. Да? То есть это наш такой общественный договор между собой, так же, как, например, есть фонд Министерства внутренних дел и различные другие социальные обеспечения инвалидов, и ряд других фондов, да, то есть это не совсем, ну, как сказать... Нет, я просто сравниваю суммы бюджетные средства и миллиард на развитие репатриации. Но надо учитывать, что в этом миллиарде заложены социальные выплаты, которые через фонд выделяются населению здесь, в Абхазии. Вот это я хотел об этом, да, конечно, хотел об этом тоже упомянуть. Конечно, финансируются такие мероприятия, как... помощь в финансировании медицинских мероприятий по ЭКО-оплодотворению. Программа Это ЭКО. И по рождению, да, там детей, да, первого, второго, третьего и последующих детей. То есть нет, из этих средств как бы большая, львиная, наверное, доля идет на вот обеспечение вот этих социально значимых демографических вопросов, как бы, да, для стимулирования обеспечения национальных демографических интересов, да, и снижения различных коэффициентов депопуляции. Вот. Но это как бы это параллельные направления. Конечно, когда люди наверняка слышат о такой цифре, как там 1 миллиард за 5 лет, ну, как-то немножко масштабно это все кажется, но опять-таки вот даже, да, если мы коснемся чисто вопросов взаимодействия и развития, укрепления связи с нашими соотечественниками за рубежом, но ведь они, скажем так, не компактно в одной стране проживают, да, там возьмем там Турцию, страны Ближнего Востока, Европу, там Магриб тоже, Египет, если, да, вот сейчас у нас укрепляется, развивается, как бы, да, вот это направление, и я очень с оптимизмом смотрю и в надежде, что в ближайшее время этот процесс уже будет завершен. Я имею в виду открытие там, в Египте, впервые Абхазского культурного центра, да, наподобие той истории, которая есть у нас среди соотечественников там, в Турецкой Республике. Да. Абхазо-Абазинский конгресс, кстати, тоже в свое время большую работу провел по развитию сети региональных представителей в странах Европы в том числе, да, это еще, ну вот до истории, когда ковид еще не вошел в нашу жизнь, да, вот, ну, это все затратные вещи, элементарно даже командировка для поездки и встречи, да, там, популяризации объективного имиджа, да, там, Абхазии, и установления вот этих каналов взаимодействия, но это все сегодня бесплатно, к сожалению, такие вещи не происходят. Но это стратегическая задача, это задача, может быть, экзистенциональная, я бы даже сказал, поэтому... Ну, необходимо, конечно, да, эту работу продолжать, но, еще раз повторюсь, она должна быть системно систематизирована. Если некоторые цифры, вот я на память навскидку могу назвать, да, там результаты в численном выражении там до 2021 года, ну, у меня вот есть данные, да, в голове до 2021 года, это 5214 граждан, которые вот, ну, вернулись? вошли в абхазское гражданство. На тот момент из них постоянно вот проживало в Абхазии 720 человек, у которых 270 детей родилось здесь. Ну, вот тут, конечно, я все-таки считаю, что недостаточно эффективной была, наверное, в этой части работа, потому что, ну, в соотношении закладываемых ресурсов, затраченных средств, вот в результате мы имеем не совсем обнадеживающую цифру. Как бы. У нас есть цифры чуть выше, эти данные тоже, конечно, нужно обновлять, что за 3 десятилетия около 11 тысяч человек получили абхазские паспорта, и примерно там чуть меньше 4 тысяч приезжали проживать. Я не знаю в данный момент, какие сейчас цифры. Эти данные, конечно, нужно освежить, но тем не менее, учитывая расходы, и, конечно, среди населения возникают разговоры, не легче ли, не лучше ли, не эффективнее ли помочь молодым семьям здесь в стране, если мы
ратуем, да, за рождаемость, за демографическую ситуацию. И, может быть, есть правда смысл здесь или как-то изменить программу и точечно помогать уже тем, кто реально хочет вернуться? Вы знаете, эта работа ведется параллельно. Я бы не ставил акценты таким образом, что что-то вместо чего-то, как бы, да, там вот мы помогаем там и создаем условия для возвращения наших соотечественников, но какое-то время не имеем возможности обеспечивать там нужды наших, да, вот здесь вот, которые проживают, как бы все наши, но я имею в виду постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. Работа ведется параллельно, вот мы буквально немного выше говорили о том, что как бы даже из средств фонда по репатриации обеспечиваются вопросы, которые ориентированы на национальные демографические интересы. Это оплата вот этих двух программ, о которых мы сказали, да, в том числе ИКО, оплодотворение. Обеспечение жильем тоже у нас есть программа, и с каждым годом объемы этой программы, финансовые объемы этой программы увеличиваются. Это программа жилища, да. Там достаточно ли это? Конечно, нет, наверное. Но учитывая возможности сегодняшнего дня, государство, исходя из этих ресурсов, старается обеспечить и эту категорию населения, которые нуждаются в помощи государства. Различные иные программы, да, там по секторально, да, там, допустим, там и по Министерству соцобеспечения, и по Министерству здравоохранения, ведь демография — это еще защита здоровья, увеличение продолжительности жизни населения и так далее, да, там. Поэтому нет, в комплексе есть работа. И государство старается максимально обеспечить нужды каждого. И сейчас вот я не хочу, чтобы это как-то пафосно выглядело, но действительно государство ориентировано на то, чтобы максимально иметь возможность обеспечить нужды каждого. Конечно, нужд таких очень много, к сожалению, пока. Но и ресурсов недостаточно, чтобы вот в одночасье, и нету этой волшебной палочки, которой можно взмахнуть и все вопросы сразу решить, но работа над увеличением объемов помощи и помимо помощи создания условий для того, чтобы количество людей, нуждающихся в такой помощи, сокращалось, это тоже немаловажно, а может быть даже и важнее. То есть это создание рабочих мест, вовлечение молодежи в какие-то проекты. А что касается диаспоры, может, подходы вообще нужно менять от социальной политики больше к экономике перейти, привлекать других людей, готовых приехать сюда работать, уже состоявшихся репатриантов, создать для них условия для развития их бизнеса. Может, этот сегмент даст более эффективный результат? Нет, такие прецеденты у нас есть. В этом направлении как бы рынок Абхазии экономически открыт для привлечения, вовлечения, Репатриантов. в том числе и репатриантов. И у нас действительно хорошие есть программы по предоставлению некоторых льгот для того, чтобы как бы, да, там, помочь развить то или иное экономическое направление. Но опять, вот нужно переосмыслить то, что было, посмотреть, ведь сегодня ежедневно практически меняется обстановка, да, экономически, политически, а это все взаимосвязанные вещи, геополитически. Какие-то новые логистические маршруты выстраиваются, что-то работает иначе, и вот в этой конфигурации, конечно, было бы желательно, чтобы вовлекались уже состоявшиеся экономический опыт, имеющие наши соотечественники, да, и рассматривали Абхазию еще и с точки зрения как бы определенных возможностей для развития бизнес-отношений. Но вот поэтому нужен вот комплексный подход и ежегодный мониторинг, что ли, как бы, ведь как бы та программа, о которой мы говорили выше, да, вот доктрина, условно говоря, да, там по репатриации, она должна учитывать все эти факторы, как бы, в том числе политические, экономические, в которых Абхазия находится, и соседние страны. В основе, как я понимаю, должен быть научный подход исследования. Вначале нужно понять, что у нас есть,
какой у нас ресурс. И что мы хотим. И что мы хотим, вот. Да. Вот всегда мы упираемся в один и тот же вопрос, что мы не понимаем, куда мы движемся, мы не понимаем среду до конца, поэтому и нет стратегии. Что мешает выработать такую стратегию? У нас есть институты, научное сообщество, экономисты. Вот в чем проблема? За 30 лет, за 30 с лишним лет нет единой стратегии развития. Сложно мне вот предметно там одну или две причины назвать, да, наверняка это комплекс причин, но прежде всего, наверное, мне кажется, что некой нехваткой идеологического подхода, может быть, да, и популяризации значимости этого. Я знаю, что в отдельности, как бы, да, вот, ну, в том числе и прежде всего, наверное, комитет по репатриации озадачен, но сил только комитета по репатриации однозначно недостаточно. Конечно, нужно привлекать и вовлекать академические структуры, научную среду и сообщество, и вот как бы максимально всесторонне подойти к решению этого вопроса, но нужна координация этих всех вещей. Основной импульс был заложен в послании президента Народному собранию. Теперь все зависит вот от реализации. В послании, кстати, президент ведь тоже предлагал объединить несколько программ и работа внутри страны с молодыми семьями, и социальной поддержкой, и плюс вопросы репатриации. В каком виде, как это можно объединить? Вот вы сейчас над законопроектом работаете. Как это можно объединить? Закон о демографии, вы о котором говорили, Да. как-то это частично же тоже будет отражено в этом законе? Это Ну, не в такой степени, конечно, может быть, где-то такой вот проходить линия сквозь вообще все нормы этого проекта закона, да, но там в целом говорится о национальных демографических интересах. Вот, но в какой форме? Прежде всего, наверное, нужно объединить программу жилища с программой предоставления жилья возвращающимся на историческую родину репатриантам. Коэффициент, конечно, это нужно смотреть, да, по количеству обращений, людей, которые в очереди на получение стоят, и выводить вот, справедливый подход к предоставлению таких условий. Вот я хочу пример привести. Период, когда я находился и работал в качестве полномочного представителя Абхазии в Турции, но мы же там взаимодействовали практически в режиме реального времени и ежедневно с представителями нашей диаспоры. И вот от некоторых я часто слышал мнение, что сам подход к безвозмездному и практически безусловному предоставлению жилья не совсем оправданный, не совсем эффективен, да. И это слышал я от самих наших соотечественников, которые там проживают. Вот некоторые предлагали даже форму некой ипотеки, что ли, да, может быть, она беспроцентная, чтобы была, да, ну, условно высчитать там себестоимость квадратного метра готового жилья, да, там, и разделить это на определенное количество лет. Во-первых, те представители, которые об этом говорили, они аргументировали тем, что, во-первых, эмоциональная связь у человека, который как бы будет что-то тратить свои силы и свои деньги. С этой площадью жилой, как бы, да, у него будет больше. У него не будет, наверное, вот желания там воспользоваться, допустим, возможностью, но не пользоваться потом в дальнейшем или сдавать кому-то в найм другому человеку. Хорошо, а тогда вообще захотят к нам приехать? У нас есть такие экономические условия, чтобы люди хотели вот бросить страну, где они сейчас проживают, и вернуться вот в Абхазию? Ну, давайте еще раз тогда вот здесь нужно осмыслить, а сегодня какое количество готово просто даже с теми, которые существуют условиями, бросить и вернуться на историческую родину. Есть, конечно, такие, но это не система. А вот я все-таки сторонник превращения это вот как-то в систему. И, кстати, вот мы начали разговор с лагеря Хищтра. Вот эти молодые люди, да, вот у них больше перспектив и больше, наверное, такого, может, это часть какого-то юношеского максимализма, да, и вот более мобильные они, вот на них ставку, конечно, нужно ориентировать в большей степени.
То есть в программе как раз работа с молодежью, она должна активнее, больше эти программы можно расширять и в другом каком-то формате это делать. То есть лучше работать вот с этой средой. Есть очень успешный международный опыт, который можно изучить как минимум. Это будет полезно, да, не все там скопировать и перенести на нашу действительность, но некоторые вещи адаптировать к нашим условиям и применять это на практике. Есть действительно там очень уже апробированные программы и процедуры, да, там возвращение там представителей диаспоры, представителей там соотечественников из зарубежья на вот историческую родину. Ну и вовлечение ярких лидеров в среде соотечественников, вот, чтобы они как лидеры общественного мнения тоже способствовали Собственным тому, примером, что да, показывали. конечно, это тоже все работает. Как бы, ну, много аспектов, это многогранная работа, как бы, поэтому ее нужно, необходимо проводить. А начать, еще раз говорю, вот с разработки, концептуальной проработки программы. Стратегии, общей стратегии. Программы. Будем надеяться, что спустя 30 с лишним лет эта стратегия у нас появится. Инар, спасибо, что были с нами. Благодарю. Спасибо вам. А нашим слушателям напомню, у нас в гостях был депутат парламента Инар Гицба. Мы говорили о программе репатриации, о том, какой она должна быть.